День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении участвовать в избирательной кампании. Якутия одной из первых в стране провела свой региональный антифашистский форум. В работе приняли участие ведущие российские эксперты и ветераны боевых действий. В республике продолжается сезонный рост ОРВИ и гриппа. Школьники Якутска перешли на дистанционное обучение. Подобные меры приняли и в крупных промышленных городах региона. Более 10 тысяч километров автодорог планируют открыть этой зимой в Якутии. Так по республике уже разрешили проезд по 19 ледовым переправам. Приближается, пожалуй, самый любимый праздник россиян – Новый год. Расскажем, как выбрать правильные и безопасные новогодние елки и гирлянды. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Такое решение утвердил Совет Федерации по итогам пленарного заседания. Решение принято единогласно, в его поддержку проголосовали 162 сенатора. Позднее ЦИК принял постановление, согласно которому голосование на выборах президента России в марте 2024 года впервые будет идти 3 дня – 15, 16 и в основной день 17 марта. Ставится на голосование постановление Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации в целом. Документ номер 750. Идет голосование. Прошу, коллеги, голосовать. Документ номер 750. Коллеги, решение принято единогласно. Владимир Путин заявил о своем решении идти на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он сказал спикеру парламента ДНР, комбату Спарты Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» героям России, которая прошла в Кремле. Он выразил уверенность, что вся Россия поддержит Путина. Мы очень рады, что он услышал нашу просьбу всех жителей, от лица которых я сегодня говорил, и он будет баллотироваться, добавил Жога. Вадим, вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент, работы очень много. Еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь, во все другие экономические форматы и чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться в должность президента Российской Федерации. Нам нужны вы как руководитель. Я тоже присоединяюсь к Артему, чтобы вы баллотировались. Спасибо. Вы наш президент, Спасибо. мы ваша команда. Спасибо большое. Надо идти вперед. Мы за вас, мы с вами, мы просим. Вы нужны России, вы нужны промышленности. 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, сегодня к государственному празднику у якутян особое отношение. Он обрел новое значение. Потомки великих героев, победителей, снова на передовой. В этом году 4 воина-якутянина удостоены звания Героя России. Экипаж легендарного танка «Алеша» принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных Дню Героя. В этот день чествуют тех, чей воинский, гражданский и трудовой подвиг стал яркой страницей истории России.
Накануне праздника в Государственном Кремлевском дворце поздравили членов Ассоциации героев России, Клуба адмиралов России, трудовой доблести, ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов, родственники погибших героев. В этот праздничный день эксклюзивно для телеканала «Якутия-24» герои России поздравили всех военнослужащих и участников специальной военной операции, которые сегодня отважно защищают нашу Родину на передовой. Хочу от личного состава экипажа поздравить всех ребят, которые выполняют свои служебные обязанности, сейчас защищают нашу страну. Всех благ, крепкого здоровья и с Богом. Так же, как мы всегда ходили с Богом. О целях и задачах специальной военной операции, о понятии воинского долга студенты Алданского политехникума узнали из беседы с военнослужащими, прибывшими домой. Прошла в рамках встречи, объявленной в политехе «Декады Героев Отечества». Эмоциями и впечатлениями юные слушатели поделились с нашими коллегами. О целях и задачах специальной военной операции, о дисциплине в части и о том, какие качества может проявить человек перед лицом смертельной опасности, студентам политехникума рассказали Сергей Петрович Каргин и его сын Евгений. Встреча участников специальной военной операции с молодежью прошла в рамках Декады Героев Отечества. Беседа прошла конструктивно. Что можно было, мы до товарищей студентов довели, постарались объяснить, что Россия – это великая держава, с которой надо считаться и которую надо любить, ценить и уважать. Сергей Каргин – наставник молодого поколения. Много лет он был бессменным командиром первого отряда юнармии Алданского района. Среди сегодняшних студентов немало бойцов Сергея Петровича. Подробный рассказ о жизненных реалиях за много тысяч километров от дома произвел на ребят глубочайшее впечатление. Рассказ был очень познавательный, услышать прямо от того человека, который был на фронте. Помощь раненому товарищу – это неотъемлемая составляющая воинского долга. При выполнении данной миссии особенно важны умение не растеряться, собранность и готовность оперативно применить навыки тактической медицины на практике. А понять раненого несложно. Однозначно, как дети плачут на одном языке, так же самое и стонут от боли, раненые все стонут одинаково. Участники спецоперации рассказали студентам о быте и укладе населения Украины и о встречах с местными жителями. В заключение беседы гости дали ребятам наставление учиться, защищать Родину. Однозначно, это как честь с молоду, так и служба к армии должно именно подготавливаться. Ну, скажем, не совсем уж пусть пеленок, а почему, с другой стороны, почему бы и нет? То есть надо с детства быть готовым для защиты рубежей нашей Родины. Для студентов встреча оказалась очень интересной и познавательной. О многом ребята услышали впервые. Беседа с героями вызвала колоссальные эмоции. Это и благодарность защитникам, и стремление быть похожими на них, и гордость за свой народ. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. В Якутске завершился первый республиканский антифашистский форум. На площадке собрались ветераны боевых действий и специальной военной операции, представители общественности, волонтеры и все те, кому не безразлична судьба государства. Все участники форума уверены в одном – угроза распространения фашизма реальна и может выйти за пределы Украины. И главная задача общества – не допустить этого и приложить все усилия для борьбы с нацистской идеологией. Подробности расскажет Александр Хавренко. Современный фашизм скрывается за множеством обличий, и главная задача современного общества – вовремя разглядеть коричневую угрозу и пресечь ее распространение. Современный фашизм выглядит немного под другим именем, его подают нам под другим соусом, под другими девизами, а смысл остался один и тот же. И мы должны, во-первых, сами поддерживать в себе память, второе, мы должны молодому поколению донести, чтобы те попытки Запада, которые хотят исказить историю, чтобы они не прошли. Жители Донбасса первыми почувствовали на себе последствия фашистской идеологии. Долгих 8 лет их пытался подчинить себе киевский режим. Именно поэтому форум, проходивший в Якутии, так важен для тех, кто живет за тысячи километров в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.
Сегодня на этом форуме, знаете, вот прозвучала вот эта вот правильная связка нашего понимания в республике и того понимания, которое есть в 6-часовых поясах от Донбасса. Да? Понимание того, что да, действительно нацизм сегодня существует, он проявляется в самых крайних формах, он сегодня вырос на той территории, которая в свое время пострадала от фашистской Германии, то есть в которой фашизм просто в свое время катком прокатился. И важно, что у республики есть понимание, важно, что у республики есть традиции антифашистского движения. Бороться с фашизмом можно не только на поле боя с оружием в руках, но и в тылу, противостоя чуждой идеологии и информационной войне. Конечно же, очень важно сегодня победить и на поле войны, и очень важно победить на информационном поле. Потому что сегодня Запад делает ставку на подрыв нашей страны изнутри, делает все, чтобы подорвать единство нашей страны. И наша задача, вот, всего нашего общества, не допустить этого. Враг понимает, что на поле битвы Россию победить невозможно, и делает все, чтобы, вот, как раз, еще раз хочу сказать, победить нас изнутри. Недаром в названии форума есть слово «первый». Это значит, что будет и второй, и последующий, до тех пор, пока фашизм и нацизм не станут пережитком прошлого. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Более 10 тысяч километров автомобильных дорог планируют открыть этой зимой в Якутии. Так, по республике уже разрешили проезд по 19 ледовым переправам с грузоподъемностью от 3 до 10 тонн. По направлению Якутск-Нижний Бестях ледовую переправу Хатасы-Павловск планируют открыть 11 декабря, ну а по маршруту Кангаласы-Сотенцы 25-го. Затем постепенно начнут повышать грузоподъемность. По состоянию на сегодняшний день, на 8 декабря, у нас открыты автоземники 1981 километр из 10,5 километров. Это в основном у нас открыты автоземники, это по казенному предприятию «Дороги Арктики» в арктических и северных районах, автоземник «Арктика», Усть-Куйга, Депутатский, Верхояние и вот по автоземнику «Арктик» в основном открыты, и Батамай-Сегенкёль. Тем временем рабочие занимаются обустройством переправы Хатасы-Павловск. Очищают будущие полосы для движения от торосов и укрепляют лед. На данный момент работы по обустройству ледовой переправы ведутся с двух сторон берегов. Дорожники с помощью мотопомпы искусственно наращивают ледяную трассу. Общая протяженность автоземника более 20 километров. В данное время производится намораживание льда. Сейчас на торосах, на фарватере пока до 3 тонн толщина льда не соответствует, поэтому производится намораживание льда. Ну, думаю, в ближайшее время, как толщина наберется, и откроем переправу. Ну а с открытием ледовой переправы Хатасы-Павловск с 11 декабря трансфер пассажиров поезда из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет выполняться на автобусах. Отправление в 14:30 с автовокзала Якутска. Стоимость трансфера при этом составит 1000 рублей. К другим темам. Карантин для учеников с 1 по 8 классы школ столицы региона продлили до 13 декабря из-за активности гриппа. Об этом сообщила начальник управления образования столицы республики Мария Петрова. Она отметила, что карантин продлен решением комиссии с участием Роспотребнадзора и Минздрава Якутии. Цитата: «Есть снижение уровня заболеваемости ОРВИ, но грипп пока активен. Поэтому просим всех заниматься профилактикой, беречь свое здоровье в преддверии новогодних детских мероприятий, которые очень хочется провести», заявила Петрова. По данным Роспотребнадзора, по Якутии в республике эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 2,8 раза. При этом высокая заболеваемость зафиксирована во всех возрастных группах. Об эпидобстановке в Нерюнгринском районе в материале наших коллег.
На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Нерюнгринского района остается напряженной. Прошедшая неделя охарактеризовалась приростом заболеваемости в 2 раза. По сравнению с предыдущей неделей в абсолютных цифрах от 800 до почти 1500 человек, заболевших за прошедшую неделю. Причем более 80% от всех заболевших – это детское население, более 1200 человек составляют как раз дети. Причем основная масса от заболевших – это, конечно, возрастная категория от 7 до 14 лет и детские контингенты в школах, в начальное и в среднее звено, они наиболее у нас активно участвуют в эпидпроцессе. Учитывая обстоятельства, на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение о временном прекращении деятельности учреждений дополнительного образования. Также одной из мер по сдерживанию распространения инфекций стал перевод на дистанционное обучение с 29 ноября школьников с 5 по 8 классы, а с 5 декабря учащихся с 1 по 4 классы. Уроки проходят с применением платформы «Сферум». Все учителя обеспечены средствами электронными, ноутбуками, компьютерами. Уроки проводятся в учебных кабинетах. Дети у нас тоже оснащены электронными средствами обучения. 2 семьи у нас нуждалось в электронных средствах. Мы им выдали ноутбуки. Уроки проводятся согласно расписанию и нормам Санпин. 1 и 2 классы учебные занятия с применением электронных средств обучения проводятся по 20 минут. 3 и 4 – 25 минут и 5 и 8 – не более 30 минут. Также на территории Нерюнгринского района вводится ряд ограничительных мер при проведении массовых мероприятий. Это масочный режим, использование бактерицидных облучателей и обязательная дезинфекция. Ну а массовые мероприятия с участием детей до особого распоряжения Роспотребнадзора и вовсе отменены. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленском районе также растет заболеваемость ОРВИ. На данный момент выявлено более 700 случаев, что выше эпидпорога в 2,5 раза. Также фиксирует 8 случаев гриппа, 5 парагриппа, риновирусной инфекции, 4 случая и по 1 заражению бока вирусом, аденовирусом и коклюшем. Кроме того, выявлено 14 больных коронавирусом, большая часть из которых легкого течения. Высокая заболеваемость отмечается во всех возрастных группах также, но больше всего болеют дети от 3 до 6 лет и подростки от 15 до 18. Причиной – низкий уровень вакцинации против гриппа. Часть учебных заведений перевели классы на дистанционное обучение. Цифры, которые нам регулярно выдает Роспотребнадзор, на самом деле они не очень утешительные, потому что подъем есть, подъем идет в детских возрастных группах. И отмечается как раз, что заболевают те дети, кто у нас не привиты против гриппа. Сейчас у нас в связи с подъемом заболевания мы закрыли здоровые приемы, то есть здоровых детей и малышей мы на приемы сейчас не приглашаем. Соответственно, вакцинация у нас приостановлена, пока идет подъем. Вакцинация – это один из способов, и очень действенный способ борьбы с болезнями, с многими болезнями. В том числе и, допустим, вакцинация против гриппа. Она снижает активность заболеваемости ОРВИ. В Мирнинском районе муниципалитет поддерживает систему здравоохранения Алмазного края. Большое внимание уделяется программе по привлечению и закреплению медицинских кадров. Так, помимо выплат по программе «Земские докторы», вновь прибывшие врачи дополнительно получают 1,5 миллиона за счет средств местного бюджета и 500 тысяч рублей от Алроса. В этом году средства получили 23 врача. Тем не менее, вопрос привлечения и, главное, закрепления медицинских кадров остается злободневным. Подробнее в следующем материале. На сегодня средняя укомплектованность Мирнинской центральной районной больницы составляет 67% среди среднего медперсонала, 57% среди врачей. Несмотря на то, что в районе большое внимание уделяется программе по привлечению и закреплению медицинских кадров, вопрос нехватки специалистов стоит остро. Недавно дал поручение правительству в следующего года опять рассмотреть вопросы и уже ускоренно выдавать средства на реконструкцию больницы. Нужен ремонт поликлиники взрослой, нужен ремонт роддома. Мы сегодня как раз с коллективом, с руководством больницы на эту тему проговорили. И, конечно, больнице надо помочь с кадрами. Хотел бы поблагодарить компанию «Алроса» и руководство за
принятую и совместно реализуемую с районом программу, которая позволяет сюда дополнительно привлекать людей по программе «Земский доктор». В Мирнинском районе укомплектованность врачами должна быть выше. В минувшей неделе столицу Алмазного края с рабочим визитом посетила рабочая группа Государственного собрания Ил-Тумен, куда входят члены постоянного комитета по охране здоровья. Делегация провела совещания, посвященные злободневным вопросам здравоохранения. Мы выработали дорожную карту по оказанию офтальмологической помощи для жителей данного района. Вместе с главным врачом Центральной районной больницы этот план уже начал реализовываться. И здесь уже можно четко просмотреть ту динамику работы, которая есть. Это вот как раз к тому вопросу, который мы обсуждаем вместе с депутатами сегодня на выездном заседании. Это оказание медицинской помощи и нехватка кадров. Мы понимаем, что подготовить хирургов, в том числе офтальмологов, это достаточно сложно. И вот такой механизм выездных бригад и оказания медицинской помощи на месте, он достаточно эффективен. Поэтому мы понимаем, что спектр оказания медицинской помощи может быть не только офтальмология, это может быть и травматология, учитывая, что мы вчера общались с коллегами и видим, как активно здесь осваивают новые технологии, какие горизонты развития ставят перед собой местные травматологи. И понятно, что здесь нужна помощь в виде проведения конференций, нового оборудования, обогащения новыми знаниями. И понятно, что в этом направлении тоже необходимо двигаться. В Мирном Удачном уже несколько лет работает филиал Якутского медицинского колледжа, выпускники которого обучаются по 3 специальностям. Районная администрация взяла на себя финансирование для приобретения учебных пособий. За счет местного бюджета куплено оборудование для аккредитационного центра. Дополнительные выплаты получают преподаватели. На сегодняшний день обучается 53 студента. 6 групп. В основном все устраиваются в Мирнинскую ЦРБ, но студенты, которые приезжают из УУСов, большинство возвращаются домой. А в этом году на базе школы номер 1 открылся медицинский класс, где усилено преподавание профильных предметов для поступления в медицинские вузы. В школе мы учимся с 1 сентября. За это время мы узнали много нового про ребят, много нового про медицинские язы. Хорошо сблизились. За это время на урок биологии и химии мы проводили много интересных опытов и узнали много нового для себя. Также в больнице для нас проводят медицинские курсы, где для себя мы тоже узнаем много нового. Сегодня у нас тема урока была «Как кофеин влияет на сердце человека». Мы использовали цифровую лабораторию, тонометры, записывали данные исследования. Обучение в медицинском классе нам поможет для поступления в дальнейшем в вузы. Медицинский профиль дает опыт и навыки. В связи с острым дефицитом медицинских кадров администрация района разработала систему мер поддержки здравоохранения. В том числе значительные средства из бюджета района направляются на мероприятия по привлечению и закреплению медработников. Также народные депутаты предложили увеличить срок контракта по независимому образованию для медперсонала, чтобы у молодых специалистов по условиям 3 лет работы по ограниченной квоте не было возможности уезжать в другие регионы страны, как это происходит сейчас. Анна Васильева, Мирный. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Ленске создан стратегически неснижаемый запас продуктов питания. Он предназначен для выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Разработан он на 5718 человек и расчетом на 7 дней. С ассортиментом знакомилась моя коллега Светлана Балеева. 120 тонн продуктов питания было приобретено еще в августе этого года. На эти цели из бюджета района было выделено 30 миллионов рублей. Запас рассчитан на 7 дней и 5718 человек. Цифры разработаны Управлением производственного развития согласно плана гражданской обороны. У нас в Ленском районе имеются стратегические объекты, по которым, возможно, будет нанесен
удар, да, определенный, рассчитывается радиус действия, допустим, скажем, там, это нефтебаза, ЛПТС, аэропорт, и другие там стратегические объекты. Есть методика расчета, по которому определились радиус поражающих факторов, которые может родиться в результате этих ударов. Из этого у нас формировалась цифра. Также начальник управления производственного развития добавил, что при районной администрации создана комиссия по осуществлению контроля за сохранностью, пополнением, а также использованием неснижаемого продовольственного запаса. Она осуществляет свою деятельность 1 раз в 2 месяца по проверке данного неснижаемого запаса. Будет осуществлена, наверное, в конце декабря выездная проверка. Проверим состояние продуктов питания. Дадим оценку, и, соответственно, каждые 2 месяца мы будем данное мероприятие осуществлять. На выделенные средства были закуплены различные консервы, крупы, мука, соль, сахар, растительное масло, макароны, печенье, компоты, конфеты. Также в большом ассортименте детское питание, мясное, фруктовое и каши. Приобретены продукты у новосибирских поставщиков со свежим и длительным сроком годности. Дата изготовления, допустим, сгущенки, 24.06.23 года. Закупили мы ее с 20% выходом от начала срока. Хранится стратегический запас на складе молокозавода. Предприятие является исполнителем данной программы. Продуктовый запас будет постоянно использоваться и регулярно пополняться Ленским молокозаводом во избежание выходов сроков годности. Будем пользоваться по той причине, если мы не будем его расходовать, то через год мы просто это все выкинем, так как выйдут сроки годности. Но пользоваться мы будем, соответственно, не в полном объеме, а там процентов 10-15 за 2 месяца взяли, и по окончанию 2 месяцев мы его пополнили. В наше насыщенное время, по мнению районных властей, нужно задумываться о таких запасах на случай чрезвычайных ситуаций, что бы то ни было, ядерная война, стихийное бедствие или другая ЧС. Чем менее предсказуемые события, тем тщательнее нужно к ним готовиться. Закупается для того, чтобы в случае какой-нибудь экстренной ситуации в городе мы могли поддержать народ хотя бы 10 дней. У нас осталась неизрасходованная субсидия около 1 миллиона рублей. Осталось закупить нам картофель. Это уже буквально на днях мы это сделаем. Масло и маргарин. Сливочное масло и маргарин. До этого года при районной администрации существовал только резерв материально-технических ресурсов, куда входят предметы первой необходимости. Стратегического запаса продуктов питания никогда не было. Но с этого года он будет всегда. Необходимый запас продуктов питания на случай чрезвычайной ситуации создан и в Ленской ЦРБ. У нас есть пищеблок, соответственно, у нас, безусловно, работа плановая. У нас есть отдел закупок, который обычно еще до наступления Нового года уже проводит торги и закупает необходимые нам продукты питания в достаточном количестве. У нас всегда есть запасы продуктов. Плюс есть мероприятия, обычно мы их проводим, начиная с 2001 года. Это противопаводковые мероприятия. Но мы понимаем, что если вдруг ситуация будет критична, то мы должны обеспечить питанием пациентов больницы. Это обязательное условие. Напомним, что продуктовые запасы сформированы только на случай чрезвычайных ситуаций, которых, мы надеемся, никогда не будет. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Предновогодняя выставка Якутии «Бизнес-Экспо-2023» начала свою работу. Эта выставка ежегодно проводится с 2010 года и собирает на одной площадке предпринимателей не только из Якутска, но и из районов республики. Какие изменения появились в этом году и какая продукция представлена, расскажет Даяна Федорова. В этом году выставка впервые пройдет на протяжении 4 дней. 72 участника представляют фермерскую продукцию, эксклюзивные ювелирные изделия, одежду в национальном стиле и многое другое. Сувениры из бивня мамонта представил Александр Илларионов. Продукция обширная, начиная от магнитов с символикой года, заканчивая массивными композициями и керамическими изделиями. Участвует на выставке он впервые. Кажется, очень такое прикольное мероприятие. Здесь будет помимо того, что какие-то мастер-классы будут проводиться от мастеров наших, здесь также еще и будут бизнес-направления, рассказываться именно как поддержка наших предпринимателей якутских, в чем будут, как, что, где, как, какие, кто первый там открыл бизнес, как двигаться. Тут все будет объяснять, показывать. Очень такое нужное мероприятие. Посмотрим, первый раз участвуем. Мне кажется, будет очень все хорошо, позитивно.
В рамках выставки также пройдут кулинарное шоу, модный показ дизайнерских коллекций и бесплатные мастер-классы по маркетингу в социальных сетях, продвижению личного бренда, пошива одежды и ораторскому мастерству на якутском и русском языках. Ежегодно выставка становится для предпринимателей и организаций Якутии площадкой для расширения деловых и торговых связей. И, конечно, это очень хорошая площадка для того, чтобы показать возможности бизнеса, но и помочь предпринимателям, начинающим, действующим предпринимателям, а также самозанятым гражданам представить свою продукцию на рынке и получить такую услугу, скажем так, по продвижению своей продукции. Участие на данной выставке для предпринимателей совершенно бесплатно, финансируется все в рамках национального проекта. Данное мероприятие проводится в рамках национального проекта Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По итогам выставки жюри оценит продукцию участников. Победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Выставка будет проходить до 10 декабря с 10 до 6 вечера в торговых рядах «Кружала». Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Нынешние достижения и перспективы на ближайшие несколько лет обсуждают участники Международного форума «Арктика. Настоящее и будущее». Уже в 13-й раз он открыл свои двери в Санкт-Петербурге. Свыше 2000 участников на протяжении 2 дней работали на 50 дискуссионных площадках. Среди спикеров форума и представителей Якутии о значимых вопросах арктической повестки в материале Айсены Бурнашовой. 4,8 миллионов квадратных километров. Арктика – это сегодня такой локомотив, драйвер развития нашей страны. 28% территории страны. Это по-настоящему трудовой подвиг, и это будущее России. Это все российская Арктика. Это возвращение в жизни Арктики для ее развития, и это промышленный потенциал России. И главная ценность Арктики – люди. На 9 субъектах страны проживают 2,5 миллиона человек, в том числе представители 19 коренных малочисленных народов Севера. Сохранение традиций, обычаев и образа жизни КМНС занимает важное место в работе форума. Мы говорили об опыте Республики Саха-Якутия. У нас есть такой инструмент, механизм. Это проведение этнологической экспертизы. Мы, кстати, единственный регион, где на уровне регионального закона регулируется проведение этнологической экспертизы. То есть как на тот или иной этнос воздействует тот или иной промышленный проект. На сегодняшний день проведено более 60 экспертиз. Оценено убытков на сумму более чем в 1 миллиард и 100 миллионов рублей. Эта компенсация выплачивается общинам коренных малочисленных народов. Но это закон региональный. На федеральном же уровне за 4 года принято 12 законов и более 50 актов. Один из самых ожидаемых принят 4 месяца назад. В августе текущего года для обеспечения бесперебойного снабжения районов Крайнего Севера, снижения их стоимости и сокращения сроков доставки грузов северного завоза принят федеральный закон о северном завозе. Закон будет вступать в действие только с 2024 года, и мы уже обсуждаем моменты, когда в 2025 году из федерального бюджета будут заложены средства по этой федеральной программе. Это должно привести к системному подходу по завозу товаров, как это было осуществлялось в советские годы, для снижения стоимости товаров на Арктике. Всего форум собрал более 2000 экспертов. Это представители КМНС, власти, бизнеса, науки. Они делились опытом на 50 панельных сессиях, находили пути решения на круглых столах, выявляли и пробелы. Необходимо отдельно квоту по рыболовству для ведения на местах, где люди проживают. Очень много запретов. Законы федеральные не запрещают рыбачить, охотиться, но правила, которые принимаются ведомственными министерствами, все это закрывают. Отсечь бюрократические препоны поможет резолюция. Итогом форума стал документ, в который каждый участник внес свое предложение по развитию Арктики. Резолюция повлияет на процесс принятия новых проектов и законов. Будет направлена в государственные органы страны в ближайшее время. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Еще одна важная для Арктики тема – авиация. Авиация – это не только летный отряд и служба бортпроводников. Ежедневно тысячи сотрудников наземных служб и работников аэропортов приходят на смену, чтобы обеспечить комфортный и безопасный перелет.
Многие при этом, выбирая работу в авиации, делают свой выбор один раз и на всю жизнь. В честь Дня гражданской авиации мой коллега Александр Хавренко пообщался с яркими представителями этой профессии. Надежда Лебедкина, еще учась в школе, пришла на экскурсию в аэропорт и, едва переступив порог вокзала, поняла, что хочет тут работать. После школы поступила в авиационное училище, и уже 5 лет ее жизнь связана с авиацией. Работа у нее очень ответственная. Надежда – сотрудник службы безопасности. Первый, кого видит, заходя пассажир в аэропорт, это сотрудник службы авиационной безопасности. И от того, как поведет себя сотрудник службы авиационной безопасности, от этого зависит дальнейшее настроение всего полета. Поэтому мы с пассажирами ведем себя доброжелательно, старательно, внимательно и всегда держим улыбку. Служба организации пассажирских перевозок занимается регистрацией пассажиров и оформлением багажа. Провожает пассажиров на посадку и встречает их при приземлении. В среднем у нас за день вылетает 30 рейсов, столько же прилетает. В службе у нас в смену выходит ориентировочно 15 агентов. По итогам 11 месяцев в аэропорту Якутск было обслужено 900 тысяч пассажиров, а по итогам года планируется 967 тысяч пассажиров. Также мы в следующем году планируем перейти миллионный рубеж по пассажиропотоку. Комфортные и безопасные перелеты возможны при слаженной работе сотен сотрудников аэропорта, наземных служб аэродрома и летного состава. И каждый из них, безусловно, любит свою работу и уважает пассажиров, то есть нас с вами. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Глава республики Айсан Николаев в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Елка добра». В ожидании Нового года всегда принято дарить подарки и исполнять заветные желания. Из рук главы подарки получили воспитанники школы-интерната номер 28 и коррекционной школы номер 22. Так, ученице 1 класса Айсан Николаев подарил куклу, а Славе, ученику 5 класса, строительный набор. Напомню, первая акция прошла в 2015 году. В этом году «Елка добра» проходит уже в 8-й раз. До 29 декабря к данной акции может присоединиться любой желающий, выбрав на елке открытку с именем ребенка и приобрести для него новогодний подарок. Замечательная акция «Елка добра». Я сам в ней 8-й раз участвую здесь. И, конечно же, она очень важна, нужна. Она нужна и взрослым, конечно же, нужна детям. Здесь как раз желание детей из школ для детей с ограниченными возможностями, коррекционных школ, очень важно, очень нужно, чтобы эти дети тоже в канун Нового года получили подарки, почувствовали волшебство Нового года. И, вот знаете, мы становимся добрее, когда вот в таких акциях участвуем, помогаем детям. И, конечно же, я всегда рад, что эта акция проходит очень широко у нас в городе. И призываю всех жителей, гостей нашей столицы участвовать в ней. Россияне стали чаще покупать мандарины, икру и шампанское в этом году. Спрос населения на красную икру был связан со снижением ее стоимости. В ноябре этого года средний чек на этот деликатес уменьшился на 3% в годовом выражении до 2390 рублей. Больше всего из традиционного набора россиян подорожали мандарины. Средний чек вырос на 31% год к году до 210 рублей. Средний чек на шампанское увеличился на 4% год к году и составил 413 рублей. Эксперты отметили, что средние расходы и потребительский интерес по традиционным атрибутам новогоднего стола начинают увеличиваться еще в ноябре. В МЧС Якутии рассказали, как следует выбирать гирлянды и безопасно их использовать. Сначала нужно определиться, какая гирлянда вам понадобится. В нашем климате имеет значение морозостойкость материала, поэтому дешевые пластики при минусовых температурах быстро теряют гибкость и трескаются. Это приводит к тому, что провода оголяются и гирлянда становится опасной. Уличным гирляндам предстоит работать при любой погоде, поэтому они должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную, которая имеет дополнительную защиту от влаги. Для домашней елки подойдет интерьерная, которая не защищена от воды.
В канун Нового года тысячи россиян устанавливают в своих домах новогодние елки. Но елка – это не только украшение, главный атрибут праздника. При неправильном обращении – источник опасности. Как не испортить себе новогодние праздники, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Елка – главное украшение дома на период новогодних и рождественских праздников. Искусственная или натуральная – выбор за вами. Самое главное, чтобы елка была безопасной, сделанной из негорючих материалов, с металлическим каркасом и прочным основанием. И устанавливать ее надо, выполняя все требования безопасности. При установке должно быть прочно устойчивое основание, а ветки елки должны располагаться не менее 1 метра от потолка и стен. Не оставляйте гирлянды включенными без присмотра, а также не оставляйте детей без присмотра возле елки. Ни в коем случае не стоит применять при украшении елки бумагу, вату, марлю и другие легко воспламеняемые материалы. А также устанавливать на главный символ праздника и рядом с ним свечи и бенгальские огни. А для иллюминации используют только гирлянды, купленные в магазинах при наличии сертификатов соответствия. Мы работаем с проверенными поставщиками. На все товары есть сертификаты соответствия. И на гирлянды, и на елочные игрушки. На весь ассортимент есть сертификаты соответствия. Мы заботимся о безопасности наших покупателей. Соблюдайте эти несложные правила, и тогда новогодняя елка принесет в ваш дом только праздничное настроение и не доставит вам неприятные хлопоты. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В эти минуты Якутск принимает первый вечер профессионального бокса «Вызов Севера». В ЦСП «Триумф» заявлено 8 бескомпромиссных поединков. В главном 8-раундном поединке якутянин Петр Васильев выйдет против чемпиона Африки Натаниэля Какалолу из Намибии. Также зрители станут свидетелями дебюта на профессиональном ринге молодых и опытных воспитанников якутской школы бокса. Я в первый раз почувствовал такой леденящий холод. Было очень и очень холодно, но этот холод не остановит нас от победы. Президент России к 2030 году планирует приобщить 70% населения к регулярным занятиям спортом, сделаем его нормой жизни. Ведется оснащение спортивных школ новым оборудованием и инвентарем, а также создано 37 малых спортивных площадок на территории республики для центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Доля граждан, ведущих активный образ жизни, составила 55% от общей численности населения. Но уже в следующем году одним из важнейших событий спорта станут международные спортивные игры «Дети Азии». Как идет подготовка к предстоящим соревнованиям, узнаем в следующем сюжете. Министр спорта региона Леонид Спиридонов участвовал на первых играх «Дети Азии» в 1996 году. Тогда он, продемонстрировав ряд ярких схваток, зашел на высшую ступень пьедестала соревнований по вольной борьбе. Леонид хорошо помнит все эмоции, которые испытал от победы на этом старте. «Дети Азии» являются для него важным этапом, который стал трамплином к победам в спорте высших достижений. Многие ребята, которые участвовали в этих играх, увидели многих международных команд впервые. И я тоже был не исключением. Я увидел много иностранных спортсменов, да, и с ними подружился. Для меня это были новые впечатления, что принимать участие в большом крупном спортивном мероприятий, праздника спорта. И, конечно же, это было для меня первой ступенькой для того, чтобы я еще дальше показывал большие результаты в спорте. Первые игры были посвящены столетию международного олимпийского движения и включали в себя 8 видов спорта: бокс, дзюдо, легкая атлетика, теннис, шахматы, шашки, стрельба из лука и вольная борьба. Для участия в играх прибыли 242 спортсмена из 7 стран. Предстоящие же игры, которые пройдут с 25 июня по 7 июля, охватят уже 24 вида, а предварительную регистрацию прошли более 25 стран. Ожидается, что в скором времени ряды участников пополнятся. Пресс-служба главы и правительства республики сообщила, что на соревнованиях ожидается участие более 3000 спортсменов. Якутия на правах принимающей стороны представит 2 команды. Для республики это проведение таких масштабных спортивных мероприятий, конечно же, является, во-первых, это престиж республики, это
международные отношения, да, это развитие детского спорта нашей республики. Ну и, конечно же, самое главное, это дает нашим молодым спортсменам мечту реализовать и стремиться к лучшему. Из 24 видов 17 обязательных. Было включено 5 новых. Это стендовая стрельба, кикбоксинг, шахматы, танцевальный спорт и игра «Го». А также на предстоящих играх проведут показательные виды спорта, такие как борьба на поясах, лыж и скалолазание. Для проведения состязаний по последней дисциплине в начале следующего года будет построен скалодром на базе спортивного комплекса «Дахсун». Скалодром, на котором будут проходить соревнования, большой по площади и так далее, будет построен лишь весной следующего года. Та высота, на которой мы сейчас тренируемся, она полноценно не позволяет тренироваться к такого рода, таким высоким соревнованиям, как Дети Азии. Тем не менее, наши школьники, они занимаются уже полноценно, начинают заниматься 3-й год. И мы надеемся, что какую-то борьбу они все-таки навяжут. Возможность для тренировок для юных спортсменов дает развитие спортивной инфраструктуры. Только за последние 5 лет в Якутии открылось более 30 новых объектов спорта. В России действует целый ряд государственных программ, цель которых увеличить количество людей, занимающихся физкультурой и спортом. Очевидно, что доступность такой инфраструктуры, качество и многообразие спортивных объектов прямо влияют на качество жизни, на здоровье миллионов людей. Открывают возможности для занятия физической культурой на постоянной основе, для стимулирования желания людей заниматься спортом, выбирать для себя активный досуг и, главное, здоровый образ жизни в конечном итоге. За 4 последних года число граждан России, которые систематически занимаются спортом, выросло с 40 до 53%, а это без малого 70 миллионов человек. В Якутии число занимающихся спортом выше среднероссийского уровня, более 55%. Среди них и якутские боксеры. Они усердно тренируются дважды в день, утром с 9:30 и днем с 15:30, 5 дней в неделю, чтобы показать наивысший результат. Среди членов сборной есть те, у кого уже имеется приличный опыт выступления на крупных стартах, как и те, у кого значимые победы еще впереди. Не все спортсмены тренируются в столице. Некоторые ребята живут в отдаленных районах и готовятся самостоятельно по установкам тренерского штаба. Работа по формированию состава сборной республики продолжается. В принципе, мы готовимся по плану, у нас все идет, никаких изменений, там, конечно, небольшие коррективы мы какие-то вносим, но в целом мы так же, что к Дети Азии, то есть у нас хороший бюджет, есть выезды, есть сборы. Я надеюсь, что к играм ребята подойдут в оптимальном своем состоянии, и покажут хорошие результаты. Не отстают и волейболисты. Общеукрепляющие упражнения, отработка приемов и движений. Ничего не остается без внимания. Тренировки проходят на базе спортивных залов КФЭНа, СВФУ и АГАТУ. По итогам отборочного соревнования в сборную Якутии вошли 12 спортсменов, которые будут представлять республику на играх Дети Азии. Мы, как хозяева, готовимся очень тщательно и, очень серьезно. У нас с прошлого года уже отборочные соревнования прошли, то есть мы ребят отобрали со всех районов, улусов нашей необъятной республики. И вот сейчас костяк команды здесь собрался в городе Якутске. Чтобы подготовка спортсменов и проведение самих игр были на самом высоком уровне, необходимо позаботиться о комфортных помещениях, оснащенных всем необходимым. Во время проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» планируется задействовать 16 объектов спорта, 23 объекта размещения гостей и 24 объекта питания города Якутска. Всего за последние 5 лет по различным программам, включая президентский национальный проект, в Якутии открылись 32 крупных спортивных объекта. К концу 2024 года в Якутии запланировано ввести в эксплуатацию не менее 10 объектов спорта. 6 из них уже завершены и начали свою работу. Власий Сергеев, Марина Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.